Казах тілінің төл дыбыстары. В казахском языке 9 специфических звуков. И сегодня остановимся на звуке «э». Это мягкий гласный звук, а значит произносится мягко. Для сравнения, обычный твердый звук «а», «э», «а», «э». Примерно как звук «я» между двумя согласными в русском слове «мяч» или в конце слова «оля». «Э». Также схож с английским звуком «э». Map, plan. «Э». Давайте приведем несколько примеров. Это будет лексикой для нас. Повторяйте за мной. Әже, әке, әрекет, кәсіпкер, күнә, кінә, мәлімет, әдет, әкел, әкет. В отличие от русского языка, в казахском языке к существительным, прилагательным и числительным прибавляются личные окончания. Все окончания казахского языка бывают твердыми или мягкими. К твердым словам прибавляются твердые окончания, к мягким – мягкие окончания. Например, слово «кәсіпкер». Слово «мягкое», а значит окончание прибавляем «мягкое». Так как слово заканчивается на букву «р», прибавляем вариант «мін». Мен кәсіпкермін, сен кәсіпкерсің, сіз кәсіпкерсіз, ол кәсіпкер. Третье лицо не имеет окончания. На русском я предприниматель, ты предприниматель, вы предприниматель, он предприниматель. Личные окончания не прибавляются. В казахском прибавляются. Следующий пример. Повторяйте за мной. Мен анамын. Твердое слово, твердое окончание. Сен анасың. Ты мать. Сіз анасыз. Ол ана. Әке. Отец – мягкое слово, значит окончание прибавляем мягкое. Мен әкемін, я отец. Сен әкесің, ты отец. Сіз әкесіз, вы отец. Ол әке, он отец. Следующее слово бастық. Слово заканчивается на глухой звук. А значит, на первом лице выбираем вариант пн, пн, который тоже начинается на глухой звук. Во-вторых, это слово твердое, выбираем твердый вариант. Повторяйте за мной. Мен бастықпын. Я начальник. Сен бастықсың. Ты начальник. Сіз бастықсыз. Вы начальник. Ол бастық. Он начальник. Следующее слово қызметкер, сотрудник. Последний слог кер мягкий, поэтому прибавляем мягкое окончание. Повторите, пожалуйста, за мной. Мен қызметкермін. Я сотрудник. Сен қызметкерсің. Ты сотрудник. Сіз қызметкерсіз. Вы сотрудник. Ол қызметкер. Он сотрудник. Приведем в пример слова прилагательные. Бақытты – счастливый, ақылды – умный. Повторяйте за мной. Мен бақыттымын. Сен бақыттысың. Сіз бақыттысыз. Ол бақытты. Мен ақылдымын. Сен ақылдысың. Сіз ақылдысыз. Ол ақылды.
Самостоятельная работа для вас. Нужно просклонять следующие слова по лицам. Это будет закреплением урока. Можете написать в комментариях. Удачи! Спасибо за внимание!